Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии, все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Сегодняшний выпуск нашей передачи мы хотим посвятить Всероссийскому фестивалю национального вещания «Голос Евразии», в котором в качестве приглашенных гостей также участвовали и сотрудники Абхазского государственного телевидения. Подобный фестиваль проводится уже в 5-й раз, и во 2-й раз его принимает Дагестан и проводится филиалом ВГТРК ГТРК Дагестан при поддержке главы Республики Дагестан, Народного собрания Дагестана и правительства Республики Дагестан под патронажем ВГТРК. Форум, проходивший в Махачкале, объединил на одной площадке более 70 телевизионных групп со всей России, а также в качестве гостей форума в нем участвовали представители Южной Осетии и Абхазии. Одной из главных тем форума, которые были посвящены различные круглые столы и панельные дискуссии, стала роль средств массовой информации в сохранении культурных ценностей и этнической самобытности народов. На официальном открытии фестиваля выступил заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, который отметил, что компания уделяет огромное внимание развитию радио и телевещания на национальных языках народов, населяющих Россию. Стоит отметить, что сегодня ВГТРК включает в свой состав более 80 региональных телерадиокомпаний, и журналисты работают на значительной части евразийского материка, охватывая своими репортажами жизнь людей 180 национальностей, проживающих в России. Поэтому довольно логично, почему в этот раз центральной темой форума стало укрепление вещания, радио и телевидения на национальных языках. Неудивительно, что и местом встречи для такого форума стал многонациональный Дагестан, а принимающей стороной ГТРК Дагестан в лице ее руководителя Луизы Алихановой. В Дагестане проживают в мире и согласии представители более 30 национальностей, у каждого свои обычаи, традиции, культура. ГТРК Дагестан вещает, внимание, на 14 языках региона: на аварском, даргинском, лезгинском, лакском, нагайском и других языках. Важность вещания телевидения и в особенности радио на разных языках как политика сохранения национальной идентичности подчеркивали очень многие выступающие на форуме представители региональных государственных телерадиокомпаний. Я слушала все выступления, проблемы у всех одни и те же, собственно говоря. Это сохранение языка, это сохранение языка, собственно говоря, в семье, в школе, это учебники, это СМИ, опять же. А вот наше участие каково? Наше участие таково, что у нас язык должен звучать. Мы вещаем на 3 государственных языках – кабардинском, балкарском и русском. Я начальник службы радиовещания, и поэтому отвечаю за все 3 языка. Так вот, все 3 языка должны звучать в равной степени, никого не ущемляя абсолютно. У нас 6 выходов по 50 минут ежедневно. Ну и по выходным более такие вот большие отрезки, они чисто отданы национальным языкам и большим информационным блокам. Ну так вот, если речь звучит, если язык звучит, это уже наш вклад. Но этого, наверное, мало, потому что надо именно выделять то, что важно для сохранения языка. Те события, те какие-то нюансы, тех личностей, которые об этом говорят и за это болеют, и над этим работают. Это педагоги, это ученые, это интеллигенция наша замечательная, это не обязательно филологи, кстати, физики, лирики никто еще не исключал, все болеют, собственно говоря, потому что проблема есть, отрицать это невозможно, проблема огромная. Как у нас получается, что именно надо вычленять? Наверное, надо не просто говорить вот это волшебное слово «надо», «надо», «надо». Это же декларация всего-навсего. А надо что делать конкретно? Я могу назвать несколько буквально примеров, которые меня просто привели в полное восхищение. Например, вот в этом году у нас работали летние лагеря для детей. Бесплатные абсолютно для родителей, которые хотят, чтобы их дети отдыхали в лагере, в котором говорят, например, на кабардинском языке только, и живут по-хапса. Их учат еще каким-то нашим
ключевым морально-этическим нормам. Вот так вот они живут. И кроме того, что еще? Учебники. У нас вышли новые учебники. Я помню, когда, извините, конечно, меня, что я так говорю, но моя дочка была в 1 классе. Я помню, я делала с ней уроки на кабардинском языке, то есть кабардинский алфавит или родная речь, вот что-то такое. И я помню, она читала и не понимала. И как ей было трудно, она просто положила головку на стол и заплакала. Говорит: мама, я не понимаю. Так вот сейчас учебники как раз-таки адаптированы под детей. Морально устаревшие учебники, они уже негодны, что по содержанию, что по трудности или сложности, что по оформлению, по дизайну. Вышли совершенно новые красивые учебники. И, кстати, над ними работали сами педагоги. Они просто там высокие какие-то ученые, какие-то пожилые мужи, которые очень серьезно к этому подходят. Нет, с точки зрения детей только надо подходить к созданию этих учебников. Вот это состоялось. Театр кабардинский, вот этим я очень горжусь. Не просто театр классический наш, а детско-юношеский театр Срина в этом году у нас образовался. Что это такое? Это только на кабардинском языке, сценарий только на кабардинском языке. И там участвуют, прямо в Инстаграме была рассылка, и приехали и из сел, и из города дети от 12 до 16-17 лет. Спектакли очень серьезные, авторы очень серьезные. Проблемы детей, проблемы подростков, а они ведь сейчас есть огромные проблемы, правда? Вот что для меня было очень ценно в этом. То, что дети, которые уже говорят нормально, сельские дети, да, это хорошо. Они участвовали в этом легко. Но то, что городские дети заговорили, которые вот чувствуются по акценту, по каким-то речевым оборотам несвойственным, они ошибаются, они заговорили, которые не знают языка. Вот так вот, наверное, как-то работать надо. Мы обсуждаем проблемы сохранения языков. В условиях глобализации это довольно серьезная проблема, над которой работают и власть, и гражданское общество. Что касается нашей республики, это тоже является проблемой. И понятное дело, что власти со своей стороны находят инструменты к тому, чтобы сохранить язык как главную составляющую этнической самобытности. Но одних усилий властей недостаточно. Понятное дело, что прежде всего каждый из нас должен начинать прививать это самосознание как раз в семье, то есть тогда, когда появляется ребенок, и он должен понимать. Но с другой стороны, мы должны понимать, что наш мир многополярен. И понятное дело, что, конечно, проблемы глобализации – это развитие технологий, это развитие транспортной инфраструктуры, это, конечно же, миграционные процессы, которые происходят сейчас, и на них сложно повлиять, конечно, вносят свою определенную долю в то, что это становится серьезной проблемой, над которой работают не только ученые, но и власть и, самое главное, журналистское сообщество. Что касается ВГТРК, я хочу сказать, что, наверное, как раз-таки это та площадка, на которой предоставляется возможность ежедневно получать информацию посредством средств массовой информации, посредством медиа. Это и радио, и телевидение. Мы, например, сейчас даже стали в своих социальных сетях ежедневно. Понятное дело, что мы проводим курсы по изучению национального языка. Они у нас уже третьи по счету за короткое время. То есть мы ищем инструменты того, чтобы как сделать так, чтобы заинтересовать молодежь прежде всего, прежде всего учить родной язык, но, естественно, разговаривать на нем. Вот. Именно наш ВГТРК во главе с Олегом Борисовичем Добродеевым и Рифатом Абдулвагаповичем Сабитовым делают все возможное, чтобы родная речь звучала ежедневно в эфире всех региональных каналов, особенно тех, которые вещают на родном национальном языке.
Фестиваль «Голос Евразии» стал отличной площадкой для того, чтобы профессионалы в области радио и телевидения могли обменяться опытом, поучаствовать в мастер-классах, наладить контакты с коллегами из самых различных регионов, а также самый разнообразный возрастной контингент участников способствовал отличному взаимодействию на уровне поколений. Молодая ведущая радиопередачи из Южной Осетии Анна Гасева рассказала о том, что дает ей лично участие в подобных фестивалях. Интерес к изучению родного языка существенно возрос. Этого нельзя не заметить. Мы стараемся этот интерес как-то подпитывать. И для этого у нас есть вечерний развлекательный эфир у нас на радио, где мы говорим на остинском языке на различные темы. Про культуру, про язык, про искусство, про факты интересные. Людям это очень нравится. Они нам звонят, они дают обратную связь, они находят нас в социальных сетях, интересуются, а почему так. А вот у нас, к примеру, в Ущелье вот так вот праздновали эту дату. Или какие-то другие вопросы задают. Это, конечно же, очень приятно. И этот фестиваль подтвердил, что обмен опытом – это не просто сухой канцеляризм, а словосочетание, за которым скрывается реальное перенимание полезных идей. Потому что я столкнулась с людьми, которые встречаются с такими же проблемами, что и я. И мы говорили не о чем-то там абстрактном, а о конкретных проблемах и о конкретных путях их решения. Потому что в основном на всяких круглых столах, на различных форумах обсуждаются эти вопросы, но они обсуждаются очень масштабно, очень абстрактно, и ты не можешь понять, что конкретно предлагает этот человек. Здесь мы обсудили какие-то вопросы, и я думаю, у всех есть пища для размышлений. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что проведение подобных фестивалей дает, конечно, принимающей стороне отличную пиар-площадку, потому что для региона, в котором проходит фестиваль, это отличная возможность продемонстрировать культуру, обычаи, традиции, национальную кухню журналистам, которые, скорее всего, вернясь обратно в свои регионы, сделают об этом репортажи, расскажут друзьям, и многие по их следам захотят посетить эту страну уже в качестве туристов. Так и мы, увидев красоту Дагестана, захотели вернуться туда уже сами как-нибудь. Участники фестиваля «Голос Евразии» посетили древний город Дербент и крепость Наранкалам, где была проведена экскурсия с гидом. Своей мощью поразило Каспийское море, и, как оказалось, здесь им принято больше дышать, нежели купаться в нем. Особенная красота заключалась в горных пейзажах Дагестана, в Сулакском каньоне и в пещере Нохио, где над огромной пропастью люди смотрят шоу канатоходцев. Многоязычие, вот эта вот полифония языков, это то, на чем держится в определенной степени федеративность нашей страны. Богатство федеративного устройства нашей страны – это вот и есть богатство нашей страны, наших народов, их многообразие, их величие. И обязательно надо сохранить, потому что язык – это то, вокруг чего и собирается вся культура, многовековая культура. Это и какие-то объекты нематериального наследия, такие как фольклор, танцы, музыка, вплоть до гастрономических каких-то наших традиций. И только сохранив язык, на основе этого языка мы, конечно, можем говорить дальше о сохранении культуры, потому что этническая культура, она полностью основана на настоящем народном литературном языке. Для Дагестана тоже это очень актуально, потому что в городах, к сожалению, эта проблема существует. Даже вот, признаюсь честно, в моей семье дети в детстве говорили, сейчас с возрастом практически уже не говорят на родном языке, несмотря на то, что они слышат родную речь, уже не так хорошо понимают, может быть, как раньше, но, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. И я переживаю за то, что вот в следующем поколении этого может быть еще меньше. Поэтому наша задача практически вот всех институтов, это может быть, это в первую очередь, наверное, семья, затем государство, школа, начиная с детского сада, выстраивать такой правильный алгоритм работы в этом направлении, чтобы плавно, аккуратно, мягко передавать вот молодежь, которая уже накапливает какой-то баланс знаний по языку, по культуре, по обычаям,
уже вот на новом этапе более углубленно. И это должно вести с таким интересом, чтобы ребенку действительно было это интересно. Наш фестиваль, он тоже ставил перед собой среди большого круга различных задач, и эту задачу тоже. Потому что именно через СМИ, у средств массовой информации в этом плане есть огромный рычаг. Мы можем подготавливать очень интересные телепроекты, радиопроекты, печатные СМИ эту работу можно вести. Я хочу сказать, что фестиваль действительно состоялся. Мы видели это по впечатлениям, по эмоциям. Республика Дагестан была в эти дни просто вот ярким калейдоскопом интересных встреч, обмена опытом, впечатлениями, контактами. Завязалась дружба. Гостям очень понравилось. Понравился Дербент, понравился Сулакский каньон. Понравились мероприятия, которые проходили здесь, в научно-оздоровительном комплексе «Журавли». Спасибо огромное организаторам, нашим, принявшим нас руководству «Журавлей». И я бы хотела сказать, что мы с удовольствием готовы принять такие форумы, подобные форумы еще не раз. Я думаю, что на следующих встречах уже будет такое впечатление, как будто вот родные люди видятся. Вчера вот на закрытии, на торжественном закрытии так и происходило. Было очень много улыбок, радости, добрых, искренних, теплых слов. И то, что фестиваль состоялся, можно было видеть по таким интересным фрагментам, как на Сулакском каньоне, на дагестанской земле. Наши гости из Калмыкии пели песню на осетинском языке. Это было очень трогательно. Это вот их так вдохновила красота Дагестана, что они запели еще и на осетинском. И спасибо огромное всем гостям, всем, кто к нам приехал. Дагестан открыт, Дагестан теплый, добрый, бесконечный. Приезжайте к нам еще. Душой и музой фестиваля по-настоящему была генеральный директор ГТРК «Дагестан» Луиза Алиханова, которая щедро одарила буквально всех участников фестиваля своим радушием и гостеприимством. В заключительный день фестиваля в Махачкале в Государственном русском театре драмы имени Расула Гамзатова прошло торжественное награждение победителей конкурсной программы фестиваля «Голос Евразии». Обладателем главной награды Гран-при конкурса, обойдя 400 конкурентов, стали телевизионщики из Новосибирска. Победу одержал документально-художественный фильм «Люба», снятый творческой командой ГТРК «Новосибирск» к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. В фильме рассказывается о 10 годах, проведенных великим русским писателем в Сибири сквозь призму путешествия его дочери Любови Федоровны. Фильм представляет собой интереснейший микс документалистики и художественного вымысла. Ну а напоследок мы хотели бы представить вашему вниманию небольшой ролик, который подготовили по итогам посещения фестиваля. Название города здесь должно быть Или у вас вот...
этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.